Всем привет! Я Фарис Мамедов, интерьерный дизайнер и интерьерный блогер из Алматы. Мне 26 лет, и в сфере интерьерного дизайна я с 2019 года. Очень часто ко мне поступают вопросы от моих подписчиков, последователей о том, как можно спланировать и сделать ремонт самостоятельно без услуг дизайнера интерьеров. Возможно ли это? Да, конечно, возможно. Но вопрос в том, сколько сил, времени, финансов вы потратите на этот процесс, если будете заниматься им самостоятельно. Но все-таки есть, конечно, способы, чтобы оградить себя от головной боли, но при этом заниматься всем самому. Это два пути. Первый, самый простой, это заказать хотя бы разовую консультацию, чтобы дизайнер посмотрел ваши исходные данные и дал какие-то свои советы о том, что делать стоит, а чего все-таки лучше избегать. Второй вариант, он более, скажем, затратный в плане финансов, это заказать планировочное решение. И именно дизайнер сможет грамотно спланировать все комнаты, продумать эргономику вашего будущего жилья, и уже на основании вот этого плана вы сможете самостоятельно заниматься подбором материалов, выезжать на стройку, контролировать вашу рабочую бригаду и так далее. Если вы оказались в моменте, когда вам предстоит ремонт в вашей новой квартире или в квартире, в которой вы уже пожили какое-то время, то наверняка перед вами стоит вопрос, с чего нужно начать. И первое, что я посоветую, это продумать свой бюджет и составить список своих ожиданий. Что вы хотите получить по итогу, на что вы готовы на этом пути, есть ли у вас где пожить в период ремонта, если это будет глобальная переделка. То есть нужно именно все тщательно спланировать. А как это сделать и на что обратить внимание, мы расскажем вам прямо сейчас. Итак, первое, с чего стоит начать, когда вы планируете свой ремонт, это продумать, во-первых, ваш бюджет, здраво оценить то количество денег, которое вы готовы потратить. И если, допустим, у вас условная сумма это там 3, 4, 5 миллионов, я всегда своим клиентам, своим знакомым, друзьям и по своему опыту тоже говорю, что нужно заложить дополнительно хотя бы 20-30% условной подушки безопасности, потому что ремонт очень непредсказуемый дело, и пока вы им занимаетесь, могут возрасти цены, у вас может развиться вкус, желание, аппетит, и вы захотите добавить что-то еще, снести стену, поставить, не знаю, телевизор на полкомнаты и так далее. Поэтому всегда имейте подушку безопасности. Итак, следующий этап – это продумать список работ, которые вы планируете сделать в вашей квартире. Что я под этим подразумеваю? Нужно четко понимать, и это действительно очень важно, будем ли мы только красить стены или мы планируем менять напольное покрытие. Если мы планируем менять напольное покрытие, будем ли мы менять двери? А если мы меняем двери, то будем ли менять плинтуса? А также нужно понимать, в каком состоянии находится электрика в квартире, требует ли замена проводка, требуются ли новые розетки дополнительные, в каком состоянии находится сантехника, канализационные трубы и так далее. То есть работ может быть очень много. Нужно понимать, какие конкретно вы хотите сделать в этой квартире, и отдать себе здравую оценку, можем ли мы их сделать своими руками. Что я хочу сказать, чтобы вы были готовы? Никогда, ни в коем случае не оплачивайте всю стоимость работы сразу, потому что велик риск того, что работа не будет выполнена в надлежащем качестве, или что рабочий вообще может уйти после первого дня, оставив вас ни с чем. Для того, чтобы говорить более предметно, мы приехали в главный строительный гипермаркет, где на конкретных примерах посмотрим, что, где и как лучше использовать в ваших интерьерах. Мы не будем говорить про конкретные цены, потому что они в силу различных факторов могут быстро меняться. И здесь я вам советую перед стартом ремонта регулярно наведываться в магазины и проверять актуальность цен. А вот советы своей актуальности не теряют никогда, поэтому пойдемте посмотрим.
Межкомнатные двери — это такой очень важный архитектурный элемент, который остался в наших квартирах и не ушел с течением времени. И слава богу, потому что двери — это то, что может очень хорошо украсить любое пространство. Очень частая боль в наших квартирах, особенно во вторичном жилье, что потолки в них невысокие. А зачастую людям хочется, какого-то большего воздуха и простора над своей головой. Поэтому если мы просто купим дверь чуть выше, чем стандартные 2 метра, у вас визуально комната и любое другое пространство сразу станет выше. Поэтому об этом думайте обязательно. И сразу расскажу о том, что двери бывают разные. И цены на них тоже очень сильно разнятся. И на это влияет много разных факторов. Если мы говорим про дверь открытого монтажа, то вот она сейчас перед вами, у нее никогда не видны петли. Все остается внутри. Мы видим только алюминиевый контур самого полотна и можем саму дверь покрасить либо в цвет стены, либо сделать ее акцентную, либо поставить какую-то шпанированную панель или даже зеркальную панель, как мы говорили до этого ранее, и будет отлично смотреться. Если мы говорим про двери традиционные, то здесь всегда будут петли на виду, если вы покупаете петлю-бабочку. Но также можно взять петли телескопические, скрытые, тогда их не будет видно здесь. И такие петли, на самом деле, они более надежные, они дольше прослужат, и их можно регулировать в процессе эксплуатации. То есть петля-бабочка, если со временем, через 3-5 лет провиснет у вас, то нужно будет ее менять. Но интересный факт, который многие не учитывают. Когда вы приобретаете дверь или просто прицениваетесь на рынке, в гипермаркете и смотрите на стоимость, всегда нужно уточнять, это цена за комплект или за полотно, потому что здесь бывает момент, когда вы выбрали дверь, вроде бы она стоит, допустим, 50 тысяч тенге, вы обрадовались, а когда вам посчитали, счет вышел на 80 на 100. Почему так? Потому что полотно, как правило, стоит отдельно. Отдельно вы оплачиваете комплект налички и доборки. Отдельно оплачиваете фурнитуру, петли и ручки. Отдельно замок, вертушка и так далее. Если порог, если ставите, тоже отдельно оплачивается. Иногда пишут стоимость за комплект. Например, вот здесь написано замок и петли в комплекте. Но комплект всегда подразумевает полотно, наличка, замок и петли, если они есть. Но обратная сторона, потому что дверь всегда у нас это одна комната и вторая, остается без оформления. То есть вам всегда нужно будет дополнительно докупать обналичку и доборку со внутренней стороны двери. И это тоже плюс к бюджету. То есть это абсолютно нормальная практика, но нужно просто понимать и быть к этому готовым, когда вы планируете свой бюджет. На сегодняшний день есть большое количество видов напольного покрытия, которые можно использовать в своем интерьере, в своем доме. И здесь, конечно, стоит в первую очередь отталкиваться от вашего бюджета, потому что разброс цен очень большой, на любой запрос будет предложение. Основной, наверное, вопрос, который часто себе задают люди, в чем разница между ламинатом и паркетом. И, наверное, ответ очевиден в том, что паркет — это натуральное дерево, а ламинат — это искусственный материал, созданный под тип. То есть сверху у вас идет слой печатного рисунка, который имитирует настоящие деревянные плашки. Вот. Но нужно понимать, что пренебрежение к ламинату, оно порой очень неоправданно, потому что не всегда и далеко не всем, даже если у вас очень большой бюджет, и вы можете себе позволить паркет, не всегда есть смысл его ставить, потому что паркет требует особого внимания в эксплуатации, то есть нужно быть более внимательным к нему в плане уборки, в плане, не дай бог, у вас трубу прорвет и так далее. То есть это живое дерево, и к нему нужно более трепетно относиться. Очень часто люди забывают, что еще один раздел расходов — это наполнение квартиры. И, на мой взгляд, это даже более важная часть, когда мы говорим про именно интерьер, а не просто про голый ремонт. Почему? Потому что вы каждый день пользуетесь диваном, обеденным столом, вы пользуетесь прикроватными тумбами, светильниками, вы зашториваете окна, и все то, к чему вы прикасаетесь, должно соответствовать вашим запросам, должно приносить удовольствие. Возвращаясь в ваш дом, вы смотрите на картины, которые висят на ваших стенах. Одно из заблуждений, когда мы говорим про ремонт в квартире, это сезон. Почему-то многие люди думают, что делать ремонт нужно только летом. На самом деле, я из своей практики могу сказать, что ремонты делаются круглый год, и лето, в зависимости от региона, где вы проживаете, не всегда самая идеальная для этого пора. Почему? Потому что зимой
у нас в домах, как правило, отопление хорошо работает, и многие процессы идут быстрее, то есть просыхание там стен, стяжки и так далее идет даже быстрее, чем, например, в межсезонье, когда на улице еще прохладно или сильные дожди, сыро, отопления нет, и как раз таки тогда это все немножко дольше сохнет, дольше выстаивается. Поэтому я считаю, что бояться ремонтов в холодное время года не стоит, по крайней мере, если вы делаете ремонт именно в квартире, многоквартирном доме, где есть отопление и так далее. Конечно, если вы строите дом с нуля, роете котлован, заливаете фундамент, забиваете сваи и так далее, тогда, конечно, может быть, когда очень слякотно, очень сыро или очень холодно, это может немножко утяжелить процесс, но все равно это не запрещено, да, то есть не бойтесь ремонтировать квартиры в любое время года, круглый год. Подводя итог нашей сегодняшней с вами беседы, хочу сказать, что ремонт — это всегда непросто. И даже для меня, как для дизайнера, это всегда очень волнительно, это всегда очень напряженно, потому что нужно учесть миллион разных вещей. И, конечно, для человека, который не занимается этим всю жизнь, задача кажется еще более сложной. Но хочу вас обрадовать, каким бы ни был сложным этот путь, по его итогу вас ждет новое, красивое, уютное жилье, которое вы сделали с особой любовью, с особой тщательностью, поэтому постарайтесь в период этих работ много не рефлексировать, не злиться, не ссориться с вашими близкими, понимать, что у всего этого будет завершение, и все будет классно, все будет хорошо, не переживайте, у вас все получится.